Добрый день, слушатели. Тема сегодняшнего урока – производные функции. То есть производные функции. Хотелось бы начать с первого, с определения. Что такое производная функция? То есть определение. Производная функция f от x в точке x нулевой называется предел соотношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении к аргументу к нулю. То есть в данном вот таким выражением записывается понятие производной. Что это означает? Сразу хотел бы пояснить, что такое приращение. Приращение аргумента находится как x минус x нулевой. То есть приращение это означает, насколько значение аргумента увеличилось, то есть изменение от первоначального к конечному. Если показать графически, то есть пускай у нас будет какая-то точка x нулевой и конечная точка. То есть вот это будет x нулевой плюс дельта x. Само приращение, вот этот промежуток называется приращением аргумента. Соответственно, мы тут можем показать приращение функции. То есть тут здесь у нас будет y нулевой, тут, соответственно, будет y нулевой плюс дельта x. То есть вот этот промежуток называется приращением функции дельта y или дельта f. То есть это понятие производной. То есть у нас y равно f от x функция, соответственно, дельта y равно f от x минус f от x нулевой. То есть x мы можем записать следующим образом, тогда дельта y будет f, то есть x равно, отсюда x равно дельта x плюс x нулевой, то есть f от x нулевой плюс дельта x минус f от x нулевой. Вот это и есть приращение функции. Чтобы найти производную, необходимо знать основные правила нахождения производной. То есть операция нахождения производной называется дифференцированием. Правило дифференцирования или правило нахождения производной. Правило первое, то есть пускай будет cu', то есть константу мы можем вывести за знак производной. То есть cu' равно c умноженное на u'. U это функция. Правило второе. U плюс v', то есть сумма производной, равна сумме значений самих производных. То есть u' плюс v'. Правило третье. Производное произведение двух функций находится согласно следующей формуле. То есть u умноженное на v' равняется u'v плюс uv'. Правило четвертое, последнее, это соотношение функций. То есть u деленное на v' равняется. То есть записываем такое. В числителе мы записываем u'v минус uv', в знаменателе записываем v в квадрате. То есть, обратите внимание, то есть когда мы находим производное произведение, у нас знак плюс. Когда мы находим соотношение, то есть в числителе мы записываем знак минус. Это важно. Теперь запишем основные формулы для нахождения производной. Тут будет у нас функция какая-то f от x, тут у нас будет сама производная f' от x. Производная какого-то числа c' равно нулю. c это константа, то есть какое-либо число. Производная степенной функции, то есть x в степени n' равно n умноженное на x в степени n минус 1. То есть, если показать пример, то есть x квадрат в штрих равно 2 умноженное на x в степени 2 минус 1 будет 1, то есть равно 2х. Под корнем квадратным x' равно 1 деленное на 2 умноженное под корнем квадратным x. e в степени x производная равна ex. e в степени x, то есть не меняется. А в степени x производной функции равна
а в степени x умноженное логарифм натуральный ln, извините, ln a. Логарифм x на основании a штрих равен 1 деленное на x ln a. Дальше у нас пойдут тригонометрические функции, то есть производные тригонометрических функций. Производная синус x равна косинус x. Производная косинус x равна минус синус x. Производная тангенс x равна 1 деленная на косинус квадрат x. Производная котангенс x равна минус 1 деленная на синус квадрат x. Производная арк синуса x штрих равна 1 деленная под корнем квадратным 1 минус x квадрат. Производная арк косинус x равна минус 1 деленная под корнем квадратным 1 минус x квадрат. Производная арктангенс x равна 1 деленное 1 плюс x квадрат. Производная аркотангенс x равна минус 1 деленное на 1 плюс x квадрат. Следует заметить, что когда находим производную синус, у нас знак плюс. Когда мы находим производную функции косинус x, у нас стоит знак минус. То есть, соответственно, знак минус соответствует косинус x и котангенс x. То есть синус x, тангенс x у нас стоит плюс, имеет плюс значение. Косинус x, котангенс x мы ставим минус. Минус, минус. Это основные формулы нахождения производной, которые необходимы для вычисления производных каких-либо функций. Теперь рассмотрим примеры нахождения производной. Пример первый. Пускай у нас будет функция f от x равна x в степени 8 минус 3x в степени 4 минус x плюс 5. Применяя, то есть правило дифференцирования, находим производную. То есть мы получаем f' от x равна x в степени 8 штрих минус 3 x в степени 4 штрих минус x штрих плюс 5 штрих. Соответственно, это у нас будет 8х, то есть степень уменьшается на одну единицу, 8х степени в 7 минус 3 умножим на 4, это будет 12, 12х в кубе минус 1 и плюс 0, то есть производная какого-либо числа равна 0. То есть вот это и есть значение нашей производной. Давайте теперь рассмотрим второй пример. Пускай у нас будет какая-то тригонометрическая функция дана, допустим, f от x равно под корнем 3 умножен на косинус x плюс косинус π деленное на 3 плюс 3 деленное на π x квадрат. f' от x будет, то есть это будет косинус x штрих плюс косинус π деленное на 3 штрих плюс 3 деленное на π x квадрат штрих. Теперь у нас будет получаться это производная косинус x равна минус синус x, согласно табличной форме. Тогда записывается минус под корнем 3 синус x. Косинус π деленное на 3 это значение угла, соответствующее 60 градусов. То есть мы знаем, что косинус 60 градусов равно 1 деленное на 2, то есть это какое-то число. Соответственно, то есть производная числа равна нулю. Мы его не записываем. Дальше мы пишем плюс 3 умноженное на 2 деленное на π x. То есть это у нас будет минус 3 синус x плюс 6 деленное на π x. Пример третий. То есть f от x равно e в степени x умноженное на синус x. То есть мы видим, то есть нам нужно найти
производную произведения двух функций. То есть это согласно третьей формуле. То есть u умноженное на v' равно u' v плюс u v'. То есть нам нужно привести к этой формуле. То есть, соответственно, f' от x у нас будет e в степени x' умноженное на синус x плюс e в степени x умноженное на синус x'. Это будет. Производная e в степени x не меняется, то есть e в степени x умноженное на синус x будет плюс e в степени x умноженное на производная синус x косинус x. e в степени x умноженное на косинус x. То есть мы можем записать следующим образом. То есть e в степени x умноженное в скобках синус x плюс косинус x. Четвертый пример. Пускай функция f от x будет 2 минус 3x, деленное на x минус 1. То есть мы видим, это четвертая формула, производное соотношение функций, то есть u деленное на v'. То есть мы знаем, что формула равняется, то есть у нас будет в числителе u'(v) минус uv' деленное на v квадрат. То есть, применяя данную формулу, мы находим f' от x. То есть f' от x равно 2 минус 3x' умноженное на x минус 1 минус 2 минус 3x умноженное на x минус 1 штрих, деленное на x минус 1 в квадрате. Находим производную, то есть 2 минус 3x, 2 у нас это будет 0 производная, минус 3x, производная будет минус 3. То есть напишем минус 3 в скобках x минус 1 минус производная x минус 1 равняется единице, то есть не меняется, можем сразу раскрыть скобки, минус 2 плюс 3x, деленное на x минус квадрат. Раскрывая скобки, мы можем записать, что это будет минус 3x плюс 3, минус 2 плюс 3x, деленное на x минус 1 квадрат. Тогда у нас получится, то есть минус 3x плюс 3x уходит, 3 минус 2 равно единице, то есть равно 1 деленное на x минус 1 в квадрате. Рассмотрим пятый пример. Какая у нас функция будет? Какая функция будет? f от x равно 3 умноженное на 2 в степени x плюс 4 умноженное на 3 в степени x, деленное на 3 в степени x. Так как вот это соотношение 3 умноженное на 2 в степени x плюс 4 умноженное на 3 в степени x, деленное на 3 в степени x, мы можем записать его следующим образом. То есть это равно 3 умноженное на 2 в степени x, деленное на 3x, плюс 4 умноженное на 3 в степени x, деленное на 3 в степени x. Это у нас будет 3 умноженное на 2, деленное на 3 в степени x, плюс 4. Тогда f' от x будет 3 умноженное 2 деленное на 3 в степени x' плюс 4 штрих. Это будет, то есть, если смотреть в табличном виде, то есть мы знаем, что а в степени x штрих равно а в степени x умножить на ln а. То есть мы записываем, то есть 3 умноженное на 2 деленное на 3 в степени x ln 2 деленное на 3.